сейчас на самом деле не все зависит от Трампа и от Соединенных Штатов Америки и Израиля. Если в начале военных действий начать или не начать, всецело зависело от позиции Соединенных Штатов Америки. Если бы Соединенные Штаты Америки не поддержали и не включились бы вот в эту военную кампанию Израиля против Ирана или Нетаньяху против Ирана, то война могла бы и не начинаться. Но вот сегодня остановится она или не остановится, это уже напрямую зависит от позиции Ирана. Они на самом деле сегодня готовы продолжать войну и военную, отражать в любом случае агрессию эту, и поэтому мне сейчас сложно судить, были переговоры или не были переговоры, но раз Трамп заявил о том, что он прекращает огонь на 5 дней, мы сейчас будем наблюдать, это будет двустороннее перемирие, примет ли эти условия или же на этих же условиях или на каких-то договоренностях Иран тоже решит, что они прекратят огонь. Да? Вот все будет зависеть сегодня от руководства Ирана уже. Скажите, пожалуйста, а чего в принципе добился Дональд Трамп, по вашему мнению? Ну, конечно, безусловно, там есть разрушения, они нанесли колоссальный урон военному потенциалу Ирана, и в то же время, они не добились главного результата, который они хотели добиться. Это, я думаю, смена режима или добиться лояльности существующего режима всецело Соединенным Штатам Америки. Вот от этого они, наоборот, намного... Вот эта идея или мысль, замысел, задумка Трампа и тех, кто стоял за этой кампанией, мне кажется, они просчитались, потому что иранцы сегодня не столько благосклонны будут к Соединенным Америке, они более ожесточенно будут относиться ко всему. И они будут сейчас уже ставить условия по прекращению военных действий, потому что Иран уже абсолютно развязал себе руки и действует по всему Ближнему Востоку, по всем, если они не наносят напрямую удары по Соединенным Штатам Америки, но наносят удары по Израилю и наносят по союзникам Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. И они сегодня оказались в более выгодном положении для того, чтобы диктовать условия. Потому что сегодня показывают, что без освобождения пролива ситуация складывается очень сложная. И в то же время ни Иран, ни Соединенные Штаты Америки и ни Израиль не могут наносить удары по газовой и по нефтяной инфраструктуре самого Ирана. Обратите внимание, что Соединенные Штаты Америки даже были вынуждены снять санкции, ослабить санкции даже на иранскую нефть, которая находилась под санкциями, и российскую нефть, которая находилась под санкциями. И поэтому в сегодняшней ситуации позиция Ирана, если как таковые переговоры начнутся, она свои позиции усилила, своей готовностью отражать и расширять войну на Ближнем Востоке. Смотрите, но вы при этом говорите, что Иран показывает готовность вести боевые действия и дальше. А это возможно благодаря при поддержке Китая, Российской Федерации. Вот как тогда? Я думаю, что какая-то поддержка есть, но в данном случае, на этом этапе, я думаю, что Иран, они были в состоянии делать то, что они сейчас делают, без особой поддержки. Да, какая-то поддержка или солидарность, проявляемая и Китаем, и Россией, она, конечно, их поддерживает. Но реально какой-то практической помощи ни от Китая, ни от России, я думаю, что до сих пор не было, кроме тех каких-то технических данных или разведданных, которые им передают и Китай, и Россия, это да. А вот участвовать напрямую в этих боевых действиях, нанесение ударов по союзникам Соединенных Штатов Америки, я думаю, нет. В этом отношении и Китай, и Россия, они тоже будут осторожничать, потому что Ближний Восток и для Китая, и для России тоже очень важно сохранить свои добрые отношения с этими странами Персидского залива, помимо Ирана.
Смотрите, Ахмед Халидович, СМИ иранские, которые связаны с Ксером, они сообщают о том, что переговоров и никаких не было, и, мол, Трамп отступил из-за страха перед иранской отплатой. И были даже сообщения о том, что могут ударить и по европейским городам, там называют, вот в частности, даже столицы назывались европейских городов. Ну, то есть, в принципе, как и Марко Рюте на этом фоне также призывал, скажем так, помочь союзникам в этой военной операции Соединенных Штатов Америки. Ну, а при этом Трамп говорит о том, что остановка. Эскалация тогда возможна, если европейцы примкнут, и примкнут ли европейцы? А европейцы не примкнут сегодняшней акции Соединенных Штатов Америки и Израиля. И Мерц, и Макрон, они недвусмысленно об этом заявили. И министр иностранных дел или комиссар по иностранной, по внешней политике тоже заявила, что это не наша война, я имею в виду Европейский Союз в целом. Поэтому сейчас включаться вот в эту ситуацию, в эту войну, по большому счету, как выясняется, вот в эту авантюру Соединенных Штатов Америки и Нетаньяху эти страны не собираются, потому что они понимают, что действительно они могли бы стать жертвой вот этой провокации, потому что Иран в состоянии наносить удары и по европейскому континенту. Если вот так настолько их прижать, и если им терять будет нечего, естественно, они могут пойти. И я думаю, что именно позиция сегодняшних руководителей европейских стран Мерца и Макрона, она во многом способствовала тому, что европейцы сегодня немного дистанцировались от возможных акций со стороны Ирана по отношению к европейцам, именно заняв позицию, что они не будут вовлекаться в эту войну. А скажите, пожалуйста, Путин выиграл от этого противостояния, потому что были отменены частично санкции, да, с танкеров, вот, поэтому вот в этом данном контексте, как вы видите? Да, какие-то тактические выгоды Путин извлек из этого, чисто тактически. В стратегическом отношении, конечно, ослабление Ирана и то, что сегодня Иран, в общем-то, убедился в недееспособности своего партнера, союзника России, как стратегического союзника, когда нагрянет беда на эту страну, что Россия никоим образом не будет их поддерживать. Вот это очень четкий сигнал для иранцев есть. И поэтому в этом отношении я уверен, что стратегическое поражение Путина в этом есть. Хотя тактически считается, что он как бы воспользовался этим случаем, там санкции сняли на 1 месяц, я думаю, как только прекратится эта военная кампания там, эти санкции вернутся снова. И поэтому, в общем-то, ничего это не прибавило Путину, то, что Соединенные Штаты Америки делали в Иране. В СМИ были публикации о том, что Путин, воспользовавшись этой ситуацией, может напасть на одну из стран НАТО как раз сейчас. И снова-таки называются краины Балтии. По вашему мнению, насколько вероятен такой сценарий? Пока идет война в Украине, это абсолютно, это невероятно, это невозможно, этого не будет, потому что Россия всецело занята Украиной. И до тех пор, пока она будет продолжать военные действия в Украине, я не думаю, что они каким-то образом могут совершить какую-то агрессию в других европейских странах. Потому что не хватит ресурсов, Ахмед Халидович. Потому что не хватит ресурсов, да, потому что не хватит ресурсов, и в данной ситуации они не готовы для этого. Если бы в 2022 году Украина проиграла бы и Россия захватила бы Украину, да, однозначно следующими были бы балтийские страны, потом и другие европейские страны, которых считают исконно своими территориями Россия. То есть Польша не была бы исключением из этой авантюры. Финляндия не была бы, потому что, как Путин и путинисты заявляют, что они пытаются собрать Великую Российскую империю. Эти территории когда-то находились под юрисдикцией Российской империи, и Финляндия, и Польша. И поэтому эти страны понимали и понимают, что поражение Украины – это в первую очередь доказательство того, что следующими жертвами в этой российской агрессии будут эти страны. Какое положение вот на данный момент у Путина и у путинской армии, в принципе, у режима сейчас? Как вы оцениваете? Они на износе. Я абсолютно уверен в этом, и потому, как они себя ведут, и как они продолжают, и что они делают, и какие меры предпринимаются как внутри России, так и
в общем, по линии фронта, это они находятся на износе, да, и они думают, что они еще год-два выдержат вот такое направление, и никаких результатов, ничего они не добьются, и поэтому рано или поздно они должны будут признать поражение в этой войне. Вот будет ли это политически осознанное поражение, или это же все-таки будет военное поражение на линии фронта, будет зависеть уже от окружения Путина, вот от этой системы, которая сегодня привела к власти и держит, и стоят за Путиным. Не сам Путин, вот эта система будет принимать это решение. Вот чего они, какой они сделают выбор, это время покажет. Потому что есть понимание в окружении и тех, кто развязывали эту войну, что сегодня это тупик, и что военной победы над Украиной России не одержать. Вот это осознание приходит и тем, кто стояли и ратовали за продолжение войны и за начало войны, и были уверены в том, что Россия победит в кратчайшие сроки Украину. Вот эта иллюзия начинает отходить, и я думаю, что сейчас более прагматичные политики, люди из окружения или люди, представители этой системы, будут думать, какой вариант они выберут. Мне кажется, они будут склонны выбрать второй вариант. Политическое признание поражения и найти крайних и виновных вот в этой ситуации, которая сложилась на фронте и вообще между Украиной и Россией. Угу. Вы говорите, найти виновных, да? То есть, а как, на кого будет возлагать тогда вину? Там один есть такой, это Путин, который с самого начала взял всю ответственность на себя и заявил о том, что он начинает операцию по Украине. Это он озвучил, собрав сначала так называемый Государственный совет. Они промямлили, они промолчали, кто поддержал, кто попытался выступить против. Но в конечном итоге на утро Путин заявил, что он принял решение начать военную кампанию, операцию против Украины. И это он рассчитывал, что у него будет такой же успех, который у них был в 2014 году по отторжению Крыма от Украины. И тогда вначале он очень долго скрывал, что Россия стояла за этим. Потом он публично и популярно объяснил и заявил, что это было его решение и что он нес персональную ответственность. И в этой ситуации он тоже рассчитывал на такую блиц-победу, блиц-крик, да, что это 2 недели и Украина будет поражена, и он заявил, что да, он принял решение начать войну. Естественно, ответственность за это поражение и политическое, и военное, какой бы выбор они ни сделали, это ответственным за это остается Путин. Хотя в целом, если Россия не изменится вот своей структурно, если она останется империей, конечно, это же может повториться через 5, 10, 15 лет, когда они наберут силы. И поэтому вот нам надо будет использовать ситуацию, признание России поражения военного или политического, нужно будет сделать и добиться того, чтобы эта страна была, чтобы она изменилась, да, чтобы она трансформировалась в какое-то другое правовое государственное образование, с тем, чтобы она не могла представлять угрозу и для Украины, для соседних государств, для Европы, да, и в целом для всего мирового сообщества. Блокировка Телеграма, блокировка интернета в Российской Федерации. Что происходит, чего боится Путин? Я думаю, там есть и личное, и есть попытка заменить эти все социальные, эти самые компании на какие-то свои структуры. Или это напрямую связано с тем, что они считают, что более безопасно будет, если эти социальные сети будут остановлены. В случае, там, если какие-то начнутся массовые выступления в России, а это возможно, если Путин сегодня будет таким образом продолжать, или он решит остановить войну, не добившись каких-либо результатов. В любом случае, возможно, какие-то протестные акции в России. Мне кажется, они готовятся к тому, чтобы каким-то образом противостоять этому, потому что они, не считаясь на то, что даже по линии фронта телеграф был необходим для тех, кто находится на передовой, несмотря на это, они блокируют это. Это значит, там причина
в другом. Причина в том, что они боятся каких-то массовых выступлений, которые могут использовать вот эти социальные сети. Мгм. Ахмед Халидович, скажите, пожалуйста, а что происходит, скажем так, во взаимоотношениях Беларуси и Соединенных Штатов Америки, Лукашенко и Трампа? Известно о том, что был спецпредставитель в Беларуси, США снимают санкции с предприятий, да, и кроме этого сообщается о том, что якобы Соединенные Штаты Америки даже рассматривают возможность приглашения Лукашенко на встречу с Трампом в Белом доме, либо в его резиденции в Мар-а-Лаго. Что за этим всем стоит? Не, я это допускаю. Это не новое, на самом деле, Евгений. Европейский Союз этим занимался уже 15 лет занимается. Они пытались его оторвать от Путина, от России, Белоруссию, и таким-то ублажали его, шли навстречу, делали реверансы в его сторону. Ну, это были такие перепады. И сегодня Трамп взялся за эту же схему, которую в свое время попытались использовать европейские страны, и Франция, и Германия, и другие страны. Но ничего это не даст. Путин напрямую, вернее, Лукашенко напрямую зависит от позиции Путина и России. И какие бы игры сегодня не устраивала администрация Трампа, он ни в коем случае не отойдет от Путина и не сдаст его, да, и не изменит свою позицию по отношению к России и по отношению к тому, что происходит сегодня в Украине. Потому что это он понимает, он и его семья всецело зависят от позиции Путина и, в частности, российского руководства. То есть это невозможно оторвать Лукашенко, верно понимаю, от Путина? Абсолютно. Точно так же, как невозможно оторвать Россию от Китая или сделать так, добиться того, чтобы Россия использовала Россию как сырьевой придаток. Это тоже невозможно. Хотя задачу такую ставит перед собой администрация Соединенных Штатов Америки. Но это оба варианта, они невыполнимые. А Путин, скажите, он боится такого сценария? Я думаю, что нет, потому что он всецело уверен в том, что с Белоруссией они все эти 25-30 лет выкармливали и Лукашенко, и поддерживали ситуацию, они эту ситуацию всецело контролируют. А те возможные непредсказуемые действия со стороны Белоруссии, белорусской оппозиции, они это прошли в 2020 году, когда были массовые выступления, и мир практически не поддержал Белоруссию и этот народ тогда. Вот тогда и зачистили всю Белоруссию. И поэтому сегодня в этом отношении, если не выросла какая-то новая генерация, а это еще время не совсем достаточно, чтобы выросла новая генерация, поэтому и Путин, и Россия, они считают, что Белоруссию они зачистили надолго. А имеется в виду, что какая вообще вероятность существует того, что как раз Беларусь будут использовать дальше в военной агрессии против, ну, снова-таки, европейских стран и в отношении Украины? Ну, я думаю, что вот все, что можно было и на что согласился Лукашенко, и на что он будет готов идти, он уже все сделал. Но дальше этого я не думаю, что Лукашенко пойдет, давая возможность использовать Белоруссию, вот кроме того, что он уже сделал. Ничего нового, ничего другого у него не осталось. И дело в том, что у России нет таких планов, пока не решится вопрос с Украиной на продвижение своей экспансии по сторону Европы. Это исключено. Поэтому я не думаю, что для этого ему нужен Лукашенко. Лукашенко нужен для того, чтобы, пока он не потерял надежду собрать великую державу, великую империю, то есть уничтожить Украину как государство, вот пока он будет держаться за Лукашенко и за Белоруссию. Но как только они потеряют вот эту иллюзию, и они перестанут думать в этом направлении, вот тогда уже Белоруссия может стать свободной и независимым государством. Ахмед Халидович, переговорный процесс. Была украинская делегация, были сообщения после встречи Рустем Умеров, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, говорил о неком прогрессе. Там Уитков говорил о том, что рассматривались там вопросы безопасности для Украины, рамки безопасности, как-то так он выразился, и, ну, как бы гуманитарные вопросы. Ну, гуманитарные, это понятно, там обмен пленами, мы будем надеяться на то, что в ближайшее время вернутся украинские военнослужащие, да, которые находятся в плену. А
А вот рамки безопасности, что имеется в виду, по вашему мнению? И видите ли вы вообще этот прогресс? Я думаю, что безопасность и гарантия безопасности Украины, это мое твердое убеждение, это сами вооруженные силы Украины, которые у них сложились, есть и существуют. И они очень сильны, и это надежная опора для будущего украинского государства. Никаких других гарантий ни от Европы, ни от Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день нет и не будет. И вопрос прогресса в переговорах, как бы сколько ни договаривались украинцы и Соединенные Штаты Америки, это никак не может отразиться на военные действия между Россией и Украиной. Если Россия не принимает участие в переговорах и не пытается договориться с Украиной, используя возможные варианты, используя услуги Соединенных Штатов Америки, война не прекратится. А на сегодняшний день мы не видим, чтобы Россия была заинтересована вот в таком прямом диалоге с Украиной и с украинцами на тему прекращения войны и боевых действий. Единственное, что они пытаются выиграть от этих процессов, это они очередной раз выдвинут какой-то новый ультиматум о капитуляции, о варианте капитуляции Украины. Но все, что предлагает Россия на данном этапе, это вопросы и варианты капитуляции. Какие-то, может быть, вообще неприемлемые, какие-то половинчатые меры, но речь идет только о капитуляции и о территориальных уступках. Территориальные уступки сегодня России, это и будет означать капитуляция. Это и будет означать, что Россия не будет нести ответственность за все те злодеяния, которые она совершила. Это будет означать, Россия победила, а победителей не судит. Вот чего добивается Путин вот во всех этих так называемых переговорных процессах, которые ведут Соединенные Штаты Америки, то с Украиной, то с Россией. Да, роль посредника, она важна, но нужно понимать, что без того, что не договорятся между собой вот эти два субъекта, которые соприкасаются на линии фронта, ничего не изменится. В первую очередь, если бы Россия пыталась и была бы намерена, если бы у нее были бы планы прекратить военные действия, в первую очередь было бы прекращение боевых действий. И вот после этого можно было бы вести диалог и договариваться, на какие уступки или на что, и каким образом можно подписать какое-то долгосрочное соглашение, о котором они говорят. Но долгосрочного соглашения не может быть в силу сложившихся обстоятельств. Украина не может признать оккупированные территории российскими. Россия не может допустить, чтобы пока Украина не признает эти территории российскими, не может быть никакого стратегического или долгосрочного соглашения. Это же абсолютно очевидный факт. И поэтому все, что мы видим вокруг этих переговоров, это исключительно попытка ублажить Трампа, который ввиду своих заявлений стал заложником вот этих заявлений и пытается играть на этом, потому что его заявление о том, что он станет президентом и 24 часа прекратится война, потом 3 месяца, потом 4, 6, 7, теперь уже второй год пошел, да, и никаких изменений нет. Поэтому Украина приняла эту игру после 28 февраля, после встречи в овальном кабинете, и они очень, очень грамотно, очень красиво ведут дипломатию, которой нуждалась Соединенные Штаты Америки. Почему Украина это делает? Она это делает, потому что позиция Соединенных Штатов Америки им очень важна и выгодна, и нужна, потому что Европейский Союз всецело пока еще зависит во многом зависит от Соединенных Штатов Америки. То есть их безопасность, их стратегия. А пока идет война Украины, Европейский Союз, естественно, укрепляет свои позиции в военном отношении. И поэтому и Европейский Союз, и Украина заигрывают и принимают ту игру, которую навязывает лично Трамп и трамповская администрация. Хамид Халидович, и как в этой ситуации остановить Путина? Путина? Только сломав хребет военной машины, только на поле боя, только усилив позицию Украины в военном отношении, можно остановить Путина. Другого варианта остановить Путина просто нет.
кроме военной победы Украины над Россией, а для того, чтобы достичь военной победы над Украиной и европейским странам, и Соединенным Штатам Америки, всем, кто заинтересованы в том, чтобы Россия стала правовым государством, и чтобы она перестала представлять угрозу для всего остального мира, должны добиться того, чтобы Украина победила в этой войне. А для этого нужно поддержать Украину во всех отношениях. Да, Ахмед Халидович, ну поддержка есть, но получается не на том уровне же, понимаете, и как бы и вопрос, ну как уже сколько времени прошло, получается, нужна политическая воля, кого тогда? Ну, то есть нужно иметь какую-то стратегию, возможно, где-то Украина что-то не так, не дорабатывает, наши там, не знаю, Министерство иностранных дел, что вы видите? Смотрите, Евгений, все познается в сравнении. Нам, чеченцам, и мне лично, мы прошли войну, и наша война длится не 5-й год, не 5-й год, Евгений. Наша война длится 28-й год уже. Наша война не прекращалась с 94-го года. Последнее вооруженное сопротивление чеченцев, боевые подразделения, были уничтожены только в 21 году. Начиная с 94-го года до 2021 года. И теперь сравните промежуток вот этой войны. Да, вы можете сказать, что мы-то это на себе испытали, и эта война, которая продолжалась в разных формах, разных вариациях, уносила человеческие жизни, разрушала наши стратегические устои, разрушала нашу государственность. Все это было одним названием война, и поэтому все сравнается в сравнении. Сегодня Украина имеет поддержку со всего мира. Сегодня Украина, она сильна, чем было в 22 году во всех отношениях. И политически, и в военном отношении. И вот опыт, который имеется. Да, вы платите огромную цену за свободу и независимость вашего государства, за будущее ваших детей и потомков, за то, чтобы сохраниться как этнос. Естественно, если бы у вас был бы другой выбор у вас другой. Отказаться от этого всего, от государственности, от национальной идентичности, принять игру и культуру русских и русистов и сказать, да, мы не нация, мы русские, у нас другой акцент и другой диалог. Вот это вы стоите перед этим выбором, да, или остаться и продолжать борьбу, чтобы в последующем раз и навсегда избавиться от этого, или же покориться и исчезнуть как этнос и как нация, и как государство. Поэтому выбора другого у украинцев нет. Вас сегодня поддерживает мир, вас сегодня поддерживают страны, государства. За вами право, как говорил Шевченко, и за вами Всевышний. Поэтому мы победим в этой войне. Просто нам нужно будет набраться еще немного терпения. И я уверен в том, что мы уже продержались намного дольше, и мы близки к нашей победе, как никогда. И не так долго нам все осталось терпеть. Поэтому нужно продолжать делать то, что мы делаем. Каждый на своем месте. Руководство Украины делает все возможное на сегодняшний день, чтобы отстоять позицию и интересы украинского государства. Я понимаю, есть недовольные какой-то внутренней политики, внутренними делами. Это все как бы от лукавого. Самое главное – стратегия. И самое главное то, что сегодня ваше руководство отстаивает интересы российского государства, и ваше руководство поддерживается всем миром. Позиция Трампа, которая меняется изо дня в день, ровным счетом никак не сказывается на саму суть и саму проблему, которая сегодня должна разрешиться только мирным путем, но одержав победу над этой военной хунтой, которая сегодня засела в самой России. И поэтому я думаю, что другого варианта у нас нет, мы будем терпеливо продолжать сопротивляться. И Всевышний нам поможет добиться победы. Я в этом абсолютно уверен.